Великой Победы! Ура! 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 В Парке Победы свой парад. Строевым шагом идут юноармейцы, казанские школьники. Есть у нас дедушка, который положил свою голову, чтобы мирное небо над головой у нас было, чтобы мы сегодня с удовольствием сюда пришли на этот праздник, на День Великой Победы. Поэтому вот мы взяли его с собой. Барабан, тромбон, саксофон. Традиционно в парке прошел и фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». Была здесь и солдатская гармонь, и танцплощадка, где звучали фронтовые песни. У нас здесь выставка советского оружия. Оружие времен Великой Отечественной войны. Уникальные образцы из частной коллекции сегодня представили в Казанском Кремле. Это настоящий раритет. Автомобиль военных лет ГАЗ-67. На фронте он выполнял функцию штабной машины. Автомобиль и сегодня на ходу, за ним тщательно следят. Ну а сегодня каждый смог посидеть в нем, сфотографироваться и, конечно, хоть немного окунуться в историю. Вчера, 8 мая, 23 часа ночи, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. На улице Баумана иммерсивное представление. Волонтеры раздают праздничные выпуски газет от 9 мая 1945-го. На зданиях знамена Победы, на витринах магазинов плакаты военных лет. Здесь же на пешеходной улице выставка военной и ретро-техники и концерт от детского духового оркестра. Праздник продолжился в Старо-Татарской Слободе. Гостей здесь угощали полевой кашей. На протяжении всего дня выступали танцевальные коллективы и звучали песни военных лет. Шикарный, красивый праздник на уровне. Прямо люди все довольны, рады. Ну и желаю миру на земле, здоровья и всем благ, всех земных благ и благополучия. Народные гуляния в столице продолжатся до позднего вечера. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.